Софишка. Ма, тебе таблетки выпей. Ма, я знаю, какое это. Я знаю, это ты пила. Какой таблетки, да? Да. Нет, такой ты таблетки пила. Сейчас я выпью. Давай ты же сначала. Я бы хотела, чтобы ты поздоровалась. Людечка. Всем привет. Смотрите, какая у меня игрушка есть. А Людечки спрашивают, а Софишка скучала за мамой, когда мама была в больнице? Скучала, конечно. И за Анжелой скучала. И с тобой скучала. Угу. А ты сейчас куда идешь с такой прекрасной сумочкой? А иду я по казину. У меня же в кошелёке деньги есть. А ну-ка, покажи нам, мы не видели же. Мы же не видели же деньги. Вот. На. Ну, сама открой, покажи, мы же не... Мы же... Девочки, сейчас позавтракала. Буду пить таблетки, все, что мне назначили. Сейчас покажу, что назначили. Смотрите. Смотрите, там еще и маленький. Там еще и мелочи, десятки, да, рублей есть? Угу. А, не надо так делать. Она... Видишь, ты уже сделала с ней. Угу. А что ты будешь покупать, интересно? Я буду кофе, а буду покупать чай, буду покупать свои шалик я буду. Шарики купи обязательно, шарики. И будешь играться. Разные цвета купи, хорошо? Ага, я купил мягкую макивас. Как-то такая кошечка есть. Сюда, подойди поближе, там свет светит, я плохо видно. А такая кошечка есть, Микки Маус? Микки Маус, да, кошечка? Да. Угу. Такая как бантик есть? Девочки, у нас генеральная уборка, Анжела все везде моет. Цветы с окон поубирала, пока на печку поставила. Ну, пусть там постоят, ничего. Я не хочу, чтобы... Мне хочется, чтобы было в комнате светло, они закрывают, чтобы это самое потом. А ты не хочешь, чтобы утром было? Не хочешь? Я не хочу, чтобы темно было, поэтому я сказала Анжеле цветочки с окон поубирать, чтобы было светло в комнате, хорошо? И я хочу утром, чтобы было. А Людечки так скучали, говорили, когда мы уже Софишку увидим? Когда же мы ее уже увидим, казали. Я говорю, я когда домой приеду, я вам покажу Софишку. Они очень за тобой соскучились, Людечки. М? А когда мамы дома не было, ты как скучала? Почему ты ко мне не приехала в больницу? Больницу? Потому что папы дома не было. А ты хотела, да, приехать? Моя ты золотая. Завтра папа был. Она вчера боялась со мной спать. Первую ночь говорит, мама, вдруг я тебя ударю ножкой. Я говорю, ничего, кровать большая, не ударишь. И правда, хорошо так спала. Не надо в носике, некрасиво. Мы же снимаем. У меня ноги чешутся. А, да? Ну, хорошо. И это... А я, знаете, я вот сейчас лежу на правом боку, да? Но меня, можно сказать, не тревожит. Вот когда поворачиваюсь, встаю, у меня боли. Вот, девочки, потом... А давай я... Покажу вам потом еще заключение, которое мне дали. Все там описание про операцию. Секундочку, я скажу, потом ты будешь говорить, хорошо? Почему у тебя такой живот большой? Посмотри себя. У меня же там сделали, так резали. А что тебе там положили? Такие трубки лежат. Это у меня не живот, это мама намотала такой пояс специальный большой, чтобы животик не болел. Поэтому он... Я знаю, как... А, вон он, рядом. У меня два ж таких, я один намотала, другой сейчас постирать нужно, хорошо? А ты что, ее испортила? Ну, чуть-чуть вымазалась, Анжела постирает, хорошо? Да, я сейчас Людечкам скажу, потом ты будешь говорить. Угу. Девочки, ну покажу то, что мне назначили. Ну, кетарол это как обезболивающее я купила себе. Далее вот такое мне назначили. Канефрон. Почему? Ну да. Ты покажи мне это. Угу. Потом мне назначили вот это вот.
Супракс. Ага. 7 таблеток. А сколько его пить надо? Мы его достаточно. Ну, еще докупим тогда. Ну что, Нет, почитать. Я вот только сейчас собираюсь их пить. Сейчас инструкцию все ты почитаю. стой. Ой, извиняюсь. Стой. Мгм. Тебе Влад сказал, сколько надо это пить? Написал, да. Мама листочек покажет, который врач написал, и Людечкам покажет, расскажет, что врач Вот он. написал при выписке. Все покажу. Хорошо? Найди. Угу. Это надо вот так. Все, не мешай мне пока. Вот это положи в ту коробочку. Это отсюда. Это Сюда вот? положи, да. Всё. А вот это, девочки, это у меня же низкий гемоглобин. Вот это пить в течение месяца. А деткам нельзя пить. У тебя хороший гемоглобин, отличный. Тебе не надо. А у кис нет. У меня слабенький, видишь? А я хочу попробовать твой сладенький. Все, людечки, пока я ухожу. Ну да, потом еще придешь, да? Покажешь, что купила, да? Хорошо. Вот это мне надо быть. Вот это пить месяц. Это 470. Футерол, не знаю, не написано здесь. Я не знаю, сколько он стоит. Это Хадижа покупала вчера. 700 рублей. Вот это канифрон, Супракс 950. Ну, в общем, на 2 с чем-то это вышло всего, я точно знаю. Но это, по-моему, еще не все. Это там расписано месяц. По-моему, тут в некоторых, вот, например, только 7 таблеток. По-моему, придется докупать. Нужно почитать еще. Я потом все покажу вам. Что врач расписал и все. Девочки, ну, в общем, какая ситуация? Во мне сейчас два разных человека, можно сказать. Вот я лежу сейчас на правом боку. Чуть-чуть где-то побаливает, а в принципе не болит. Все, я герой. Вот я лежу, все. Я могу встать и какую-то долю секунды стоять ровно. Даже в течение минуты. Я герой. Девочки, начинаю ходить, и я превращаюсь в старушку. То есть я сильно сгинаюсь от того, что у меня еще в боку сильно болит. Но я там почитала, там разрезы, но во время операции прям такие капитальные. И идут они куда-то в сторону ребер, там в описании. Вот это в связи с этим у меня боль. Зашла в интернет, читала много об этих операциях. В основном сейчас вот это все лароскопия, то есть прокалываю, да, и тогда операция происходит то есть в смысле послеоперационный период безболезненно, ну, так, по мере. Не приходит, там прям пишется, не приходится тогда больного обезболивать наркотическими, сильными наркотическими вот этими обезболивающими. То есть то, что со мной происходит, это в порядке вещей. Сегодня ровно как неделю сделали как операцию мне. Восстанавливаться я буду где-то в течение месяца. Мне там и написали, в течение месяца никаких нагрузок. Да, ходить надо потихоньку по дому, ходить, все это, но чтобы все в тепле было, ничего тяжелого не поднимать. Кушать с сегодняшнего дня, девочки. Только супчики, кашки я буду. Все такое. Потому что с этим делом надо прекращать. Вот, встаю потихоньку. Я встаю нормально. Я же встала, я нормально. Чуть-чуть. Я согнутая, но нормально. А вот чуть-чуть похожу, и сильная боль. Мне надо опять лечь или встать. Анжела уже стирку развесила. И на улицу, и на веревку, и сюда. Идет большая стирка. Самое главное, стройка закончилась, девочки. Ну как, каркас готов полностью. Вот это вот вверху белое, это соль, она уйдет. Все это от влажности выходит соль, это все потом уйдет. Ой, стою, вот аж задышка чуть-чуть даже. Даже не могу показать вам нормально. Ну, стены уже, перегородки, все сделано, видите? Сейчас супруг с рейса приедет, и будем решать вопрос с крышей. То, что это дело надо быстро, быстро, быстро. Чтобы быстрее это закончилось. Крышу, главное,
до зимы, до снега. Главная цель — накрыть крышей. А все остальное это все по ходу. Смотря какая зима. Может, зима будет теплая, тогда следующее, что там идет. Я уже забыла, мне говорил строитель. Вон, видите, входная дверь уже, перегородки. Он там говорил: стяжки и окна. Вот не могу вспомнить. Что-то он говорил. Чтобы потом окна не беспокоить. Наверное, полностью помазать стены, сделать стяжки, потом уже, чтобы заново, потом, когда окна ставишь, чтобы не беспокоить стены, нужно сначала все это помазать будет. Девочки, у нас уже вечер. Тише! Всем привет! Нет. Всем привет! Нет. Мы играем полицейский. Он полицейский, а он меня гонит. Ты скажи Людечкам, ты же Людечкам, Софишка, ты же скажи Людечкам, ты же сегодня говорила, так, все, Людечки, я пошла в магазин с деньгами, с кошельком. Ты же скажи, что ты купила? Что купила, скажи. Я себе шаг. Он уже лопнулся, у нас только... Где покажи? Как смотрите, этот мой был. Он не у меня же, этот горячий. Угу. Все, мы пошли. Девочки, сегодня я не буду не так уж... Приветик, как я тут оказалась? Так, чеши отсюда. Сегодня не так уж буду многословно, девочки. Приехала мама, точнее, я позвала маму. Анжела на работу выйдет. Мне, знаете, не сказать, что мне совсем плохо, но вот, девочки, просто знаете, что я же в больнице находилась, меня же кололи без конца обезболивающие в день по 3-4 раза. А домой приехал, вернее, я у врача спрашивала, говорю, вот я домой поеду, если вот это же боли, все это будет, конечно, что мне делать? Может, какие там купить? Или димедрол? Он говорит: ой, колоть не надо, вас и так уже здесь кололи, вы 3-4 раза в день, то обезболивающее уже не надо. Оно и на сердце плохо, и на печень. Ну, будут, конечно, боли. Может, когда-никогда кетарол там это. А это прям, прям что-то на меня такая тоска нашла, что-то прям ранка разболелась, это место у меня. Ну, конечно же, приняла таблетку и думаю, Анжела уйдет в школу, на работу. Все равно мне где встать, где помочь, где что. Думаю, мама нужна. Вот, такие вот дела. А Анжелика сегодня целый день. Хадижа привезла их и уехала с сыном. А Анжела целый день сегодня стирает, шторы перестирала во всех комнатах. Осталось вот в кухне. Вот одни повесила уже. Одни повесила, другие, по-моему, тоже уже достала. Но сейчас, наверное, хочет прогладить их вроде бы. Не знаю. Повесила на стол. Хотя они такие, их в влажном виде вешать, они не бывают помятые. Это я один раз имела глупость постирать в горячей воде, и они тогда такие были плохие. Она поснимала шторы, везде генерально... Тише, повымывала окна. А это у меня пояс такой, чтобы живот не болел. А Анжела, да, вот она достала эти шторы. Они влажные, наверное, так их и повесить сейчас. Они не помятые. Их буквально на 30 минут с ополаскивателем прохладной водички. И они пахнут. Они не грязные, но просто вот эта пыль, все такое. То окна повымывала Анжела, двери все повымывала тоже. Палас этот выносила. Но она его собиралась стирать. Я говорю: Анжела, стирать не надо. На траву положи, хорошенько его там попылесось. Там же можно протянуть провод. Хорошенько попылесось и щеткой почисти. Не надо его, недавно стирали. Еще не хватало, чтобы ты заболела. И еще этого нам не хватает. И так больных хватает. Вот. И вот это вот она сейчас все это постирала. Ну, в общем, немножко перестановку сделала. Ой, мама приехала, вот рыбу достала вчера. Хадижа мне тоже рыбу купила. Мне и себе большие 2 рябины. Это мама, наверное, пожарит сегодня. Ой, девочки. Болит еще в боку. Но меня предупреждали. Говорили, будет оно болеть. Потому что
живые раны, все это, представьте. Шов внутренний и наружный. И что это будет болеть, меня, конечно, предупреждали. Просто без обезболивающего. И вот этот первый день. Так лежу я, ничего. Хожу, что мне нужно ходить. А вот ходить тяжело. Ну ничего. Все наладится. Главная операция прошла удачно. Все позади. Остальное все наладится, иншаллах. А вот, девочки, думала, сегодня уже не буду выпускать ролик, но все равно хотелось рассказать вам о своем самочувствии. Так что все, кто волнуется за меня, спасибо вам большое. Дай Аллах вам здоровья. Дай Аллах вам всего самого наилучшего. Сегодня опять, девочки, опять подписчица, вот это моя с Франции, опять отправила деньги сегодня. И сумма не маленькая. Я вообще в шоке. Далсах, дуэлгаешь, просто нет слов. Люди совершенно чужие. Вот так вот помогают. Она говорит: Кисуня, я ж не говорю, что ты попрошайничаешь. И у меня есть возможность. Когда не будет у меня возможности, я не буду этого делать. Сейчас у меня есть возможность. Я хочу ради Аллаха тебе помочь. Ну, да, Сауда, пускай Аллах благодарит ее за все это и наградит самым лучшим. Такие вот дела, девочки. Анжела там слаживает вещи. Сегодня столько стирок перестирала. У нас бабушка была-то дома, свекровь, все это время, но она не может пользоваться стиральной. Никогда не пользовалась. И полная гора стирки. Я уже вообще это сильно очень не люблю. Хотя порой я ее немножко собираю, думаю, ну, чтобы экономия была, чтобы по 2-3 вещи не стирать, чтобы немножко насобиралась. А то приехали, куча какая лежит. И плюс еще с больницы сколько привезли всего. Ну, в общем, целый день Анжела стирает, и на завтра еще осталось, потому что не так быстро все высыхает, конечно. Что высохло, слаживает, что постирала, развешивает. Ну, в общем, вот такие вот дела. Шторы сейчас повесят, они с Висханом вдвоем повесят. Постирала, все, молодец, умничка моя. Такую дочку я могу хвалить от души. Без нее мне было бы очень тяжело. Анжела — это меня вообще мой ангел-хранитель, она у меня во всем. И одно без конца ко мне подходит. Мам, что, чаю, таблетку, может, или покушать, что хочешь. Я говорю: ой, Анжела, если надо будет, я скажу. То Висхан отправила. Я, да, можно сказать, ничего не ела сегодня. Висхан минеральную принес, минеральный чай вот это. А потом мама приехала, суп сварила вкусный. И рыбу достала. Может, завтра или сегодня, может, еще пожарит. Плохо, что у меня вытяжки нету, девочки. Но я как в себя приду, иншаллах, я ее куплю. В первую очередь. Анжела и кухонный весь повымывала, все блестит, шкафы, все с белизной, полы мыла, с таблетками, вот эти дезинфекции таблетки у нас с работы я брала на работе. Мне это давала наша старшая медсестра. И вот эта таблетка на 10-литровое ведро, вот эта дезинфекция, что мы в больнице моем, все везде, полы, же выносился сегодня отсюда, полы вымывала, кухонные, все намывала, в общем. А во вторник ей уже на работу выходить. В понедельник у нее там какие-то дела еще в больнице с книжкой, с медицинской. Ну, в общем, вот такие вот дела. Девочки, покажу себя, ну, может быть, завтра уже. Ой, еще сегодня прям я слабая. Знаете, первый день без обезболивающих. Вот он меня уже напряг сегодня, если честно. Прям ноющие такие боли. Не сказать, что я умираю прям. Но тяжело, очень тяжело. Но меня предупреждали, мне сказали, что это будут все-таки хорошие разрезы. Вот, и плюс это... И плюс внутренние швы, наружные швы. В общем, вот так вот, девочки. Ладно, дорогие мои, на этом буду заканчивать. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии. Молитесь за меня. Все будет хорошо. Иншаллах, все будет хорошо.
Анжела цветочков нарвала сегодня. Принесла, говорит, мам, хочу, чтобы тебя радовали цветочки. То там они на тумбочке, где телевизоры стояли. С огорода сорвала. Аишин котик. Котика зовут Аиша. Все, девчонки, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.